Тулан. 5 часов 13 минут, ребят, сейчас. Утро 6 октября. Всю ночь шел дождь. Все капает сыро. И хорошая погода, как всегда. Ой, блин. И сейчас еще моросит, прям в лицо идет дождь. Как же неприятная погода. Ой-ой-ой. Тулан. Да. Надо просыпаться. Сейчас я вас накормлю. Я вставал 4 часа, как обычно. Затопил печку, там чай закипел. Горячий чай сейчас попью. Все равно надо сходить. Хоть какая погода, но сидеть дома не будем. Плащ оденем и сходим. Но, конечно, сегодня погода не ахти. Немножко поют птицы, и то радует. Когда очень плохая погода, вообще умолкают все птицы, никто не поет, ничего. Ночью 1:23 было. Тулан жестко начал так, как сказать, грубо так, немножко так, немножко так полаял. Что-то слышал он, я не знаю, от чего он так. Я не уходил даже из избы, лень было вставать. Я слышал, как он лаял там, в коридоре даже, вот здесь мы ночевали тут. И здесь он, какой-то шум он слышал, видно. Ладно, ребята, все, сейчас буду просыпаться уже. Буду просыпаться и сходим как-нибудь, что-нибудь посмотрим. 5 часов 57 минут. Немножко, чуть-чуть, как будто потоньше облако становится, но все равно одел на себе плащ, вот такой плащ. Иду сегодня в южную сторону от избы, в южную сторону, юго-запад получается даже. Поглядим, что получится. Что получится, надо посмотреть. Много снимать не буду, потому что только время теряю со съемкой. Я лучше потом расскажу, что и как. У Тулана будка еще. Надо перенести к избе. Этим еще надо заниматься. Очень много работы и пока ничего не успеваю. Занят одним, еще дела. С этими будками надо разобраться. Вот так. По своей тропинке пойду. Пойду по своей тропинке. Полениться там. Вот так. Будем смотреть, что увидим, поснимаем. Сейчас пока выключаем, ребят. Я говорю, сегодня вот такой ельник. Все время такой ельник будет. Но здесь более-менее хоть сосны еще. Первоначально. А там уже пойдет ельник. Это рябчик, никто не понял. Похоже было на рябчика, как будто. Сегодня также карабин взял и собак. А следующий выход вот по этой тропинке даже будет. По этой тропинке, наверное, с оружием север, без собак буду ходить. Здесь кружок такой. И справа еще такой кружок. Как будто рябчик или нет.
Это без ружья. Ой, без собак. С оружием север. Может, кого удастся пострелить из рябчиков. Вот так. Ну ладно, пошли мы. Собирается туланчик. Это яма, короче, как я думаю, тут лось, наверное. Но у них сейчас дом уже целый месяц где-то уже тянется. И по следам, как я смотрю, вроде лось тут. Ну, здесь тоже интересный след какой-то, похожий на медведя. И с точностью до миллиметра я не могу определить, там или яма лося или же медведя. Но как будто тут он лежал, тут. Что-то похоже на то. Там оттуда я пришел, и там тоже старые следы лосиные были. А здесь вот, чтобы от копыта, я не вижу следы от копыт. Так как-то мох как-то придавленный там. Мох придавленный, и отчетливо видно, что как будто лапа, а не копыта. Даже непонятно откуда, кто приходил. Но факт, что яма где-то не такая большая. Раскидано так мох. Не могу определить, кто это. Или медведь, или лось. Потому что следы копыт я не вижу. Фиг знает. Короче, пойдем дальше. Ай да, опять кого-то лает. Ну, похоже на белку. Что-то не похоже на боровую дичь. Или рябчик. Где он? Собаку не вижу. А вон он. Это тулан. А это где? В принципе, сосняк тут, может, и кополуха может быть тоже. Один раз лайкнет и все. Оставляет. Неуверенно как-то лает. Совсем оставил. Медведь. Медведь ходил. Тоже уже пока не свежие. Не свежие, да. О, какие елки тут. Елки-палки. Высокие елки. А вон он. Вон она. Вон ствол дерева что-то нюхтит. Видно, какой-то зверек там. А, вот, подожди. Подожди, вон, я его вижу белка. Сейчас, подожди, если смогу, направлю. Так, потерял. Нашел, вон, ребята. Видите, белка. Ой, еще какая рыжая. Вообще негодная шкурка. Вон, белка. О, руки как трясутся. С фотографией тоже как-то делать надо. Похоже на то. Так. Потерял.
Вон он. Видите? Вот это белка. О. Ок. Все, прыгнула на большую елку. Айда. Фигней страдаешь. Кому это надо? 50 рублей. А, пошли, Мунан. Танцует. Все, Мунан, локоль. Где топор у нас? Вот так, ребят, очередной зверек такой лесной, маленький. На большое дерево поднялся, и в одиночку добывать тоже с таких деревьев очень трудно. Надо бить по дереву. Когда ты бьешь по дереву, стучишь, зверек шевельнется, и напарник уже смотрит, видит и уже стреляет. А когда ты в одиночку там бьешь, он уже шевелится, там затаится, отойдешь от дерева, чтобы посмотреть нормально. Вот найди вот здесь его, где он сейчас, куда он спрятался. Может, на сук такой ляжет и не увидишь. Бывает там кополух и тоже на сосновых сучьях так затаятся, там прям как лягут на сук. И не увидишь, они серые такие даже, хитрые. Вот такие дела. А, Тулан пока молчит. Молчун у нас. Молчун. Тебя молчуном я назову. Тула. Молчун. Хорошее имя. Не Тулан, а Молчун. Молчишь. Нет, ему такие зверьки, барая дичь пока. Ну вот, не знаю. Надо бы встретить какого-нибудь более крупного зверя. Или лося, или оленя. С медведем неохота встречаться, а от лося и оленя надо бы встретить, и как поведет себя собака, посмотреть. Вот. Хотя медведи, блин, тоже ходят тут. Везде эти муравейники разбитые. Пошли, мрам. Вот свежак, ребята. Свежак. Видно, что в эти дни тут копался он. О, сейчас свежая еще. Медведь. Все свежее. Вот так. Я не знаю, что осенью в муравейниках он ищет. Но видно, что он копался тут. Бывает под муравейник, наверное, берлогу делает тоже. Что-то я слышал. Угу. Становится интереснее. Чем дальше в лес, тем интереснее. А так собаки спокойно себя ведут. Но видно, что еще сухой. Муравейник сухой. Вчера, позавчера, наверное, это. Потому что дожди сейчас были, а муравейник, в принципе, еще суховатый. Нормально. Такой ельник, большие деревья. О. Ну, подсад, такой средненький подсад. Красивое место с одной стороны. Для рябчиков такое место. Там сыро, здесь ельник, сосняк, чуть-чуть березы там есть. Вообще класс. Не знаю, сколько метров мы отошли от того муравейника. И вроде все красиво, тайга, красиво все. Но и смотрим, что деревья такие здоровые стоят. Но лес перестоялый уже. Он ломается от ветра. Не с корнем валится, а вот именно ломается. Так что лес уже все свое отстоял, в принципе. Лес не молодой. А это куда-то он туда побежала.
А так красиво, а подсада мало, вообще класс. Очень интересное место. Первый раз я обычно там кругом обхожу, а сейчас делаю зачесы на новом месте. Новый путик здесь делаю. Проверка этого места. Пока все нравится. Здесь сыро, здесь брусничные места такие. Ну, ягоды нету, но кустики только. Тулан рядом стоит. Куда это убежала, не знаю. Дальше пойдем. Конечно, неприятно вот через такие буреломы идти, но пойду, посмотрю, лес, тайгу. Если понравится, буду ходить. Если нет, так буду другими местами дальше искать новые путики туда-сюда. Здесь и в принципе капканом можно тоже, если охотиться с капканами, хорошее место. Куница любит тут ходить. Так, ну вот видели, прошли этот бурелом, и тут как в парке, блин. Вот это да, красивый лес стоит. Перестоял, я очень много сушняков, также я вижу сосны там, елки. Перестоял и уже лес. Опа. Каждый год вот это старый, может в прошлом году или нет, уже вообще старый валежник. И там прошлогодний, здесь вот в этом году, но от ветра ломаются. Ладно, надо работать, ребят. Дальше пойду. Немножко поболтал, отдохнул. Будем идти вон в том направлении. Короче, ребят, я вышел на вырубку. Тут взлетел глухарь, метров 100 сел. И оказывается, еще на этой маленькой сосне сидел вон второй глухарь, ребят. Я добыл глухаря с карабина лось. Расстояние близкое было, где-то от силы 40 метров. Но глухарь старый. Видно, что по перьям не молодняк. Старый глухарь. Короче, 51-й патрон. Смотрите, какая рана получается. Как-то в шею он попал, пуля. В шею. План здесь. Немножко подрались мы уже с ним. Для него вот приготовил вот такой березовый путок. Потому что с разгона он хватает. Но 51-й патрон, конечно, бьет и рану делает больше, чем мелкашка. Где-то прицелился, ну, чуть-чуть, как я понял, пуля ушла выше. Чуть-чуть выше ушла. Толком еще не прицель, ну вон отверстие, наверное, входное отверстие, а там вылетело со спины. Это в принципе нормально. Мясо ничего не разбило там. Ну, кость попала, из-за этого, наверное, и такая картина. Ну, ребят, все. Первый трофей с карабина лось. Такие дела. Объектив немножко испачкался, а второй от выстрела, наверное, улетел. Не знаю даже в какую сторону. Там айда еще что-то лает. Надо сходить, посмотреть. Я здесь буду проходить. Ну, в ту сторону уже не буду идти. Здесь проходным пойду и все. Вот это да. Неожиданно. Как-то я хотел включить камеру и рассказать, как дело было.
Позапрошлом году тоже старый глухарь тут один был. Не трогать. Ты смотри. Жестко там хватает, блин. Еле-еле отнял у него. Если, скажем, со 150 метров упадет птица и собаки там будут, то я не знаю, что останется от птицы. Разорвут, я 100% уверен. Что-то они жестко не рвут, и я не знаю, как научить их, чтобы не трогали. Хитро так подходит. Вот так, ребята. Ну все. Да, еще хочу добавить, что был добыт патроном тульским патроном Тулам или как там, не знаю сколько грамм. В принципе, для карабина ложь я не заметил, что какой-то патрон разница есть или нет. Все одинаково вроде как стреляет. Ну не знаю, это первые так выстрелы. Не знаю, как дальше пойдет дела. Но сегодня стрелял вот именно с этих патронов. С тульских. Туламо, наверное. Вот так. Айда пришла. Угу. Нюхтит там тоже. Не понимаю, что там. Вроде птица там сидела, а у нас в руках. Никак понять не может. И самое еще, что я хотел еще сказать. И забыл как-то. Вот в него я стрелял, а второй моментально вылетел. От звука выстрела как-то птица улетела. Из мелкашки, когда ты стреляешь, там, блин, у мелкашки звук спокойный, тихий, и более птица терпит. Вот так. Ну все, пойдем мы дальше. Сейчас перекусим, попьем чай и дальше пойдем. Наша задача сегодняшняя выполнена. Что еще добавить? Вроде ничего. Мы рады, очень рады. Уже 4-й или 5-й день уже в пути мы ищем. Глухарь старый, еще к зиме не готово. Еще вот эти перья, они дойдут до сюда, да еще должны сантиметра 2 вырасти. Но прячут эти лапы, эти перья. Так что зимы еще не видать, ребят. Все признаки. Белка рыжая, птица еще, перья не полностью к зиме готовы. Но тулан тоже, я не знаю, если с дальнего расстояния, как себя поведете. Непослушные вы у меня. Непослушные вы у меня, да. Да, ладно, пойдем дальше. Нюхтит, это нюхтит. Тихонько подкрадывается, не разрешаю, а не подкрадывается. Он, этот тоже хитрый. Только вошлый. Только. Спуску им дай, все. Ну пойдем. Короче, вот мой топор лежит. Я прижался к этой елке, какие-то щели были вон на той сосне, на вершинке он сидел, вон там. Он. Даже нас не испугался, потому что мы шли, собака туда побежала, а он уже тут сидел, оказывается. А второй, вон за этим леском, там я тоже его видел, как он сперва здесь поближе сел, потом перелетел подальше. И Айда там лаяла. Короче, не знаю, вот тогда, куда она отлетела. А он-то есть, глухарь был. Сейчас посмотрим еще издалека так. Я без оптического прицела сегодня, потому что по густой тайге хожу, и оптический прицел ни к чему. Оптический прицел в вот таких местах еще более. Только путаница с оптическим прицелом. Вот такой в гуще леса. Там спешка, не понимаешь, чем и как прицеливаться потом. Надо привыкнуть. Я к этому карабину еще не привык, если честно. Как-то перезарядить даже
Он же этот, затвором тун-тун и второй патрон в патроннике. А я как бы готов, как у гладкоствольного оружия, новый патрон из кармана вытащить или из патронташа. Хотя с карабина намного проще. Вот. Первая охота, и поэтому непривычно. Ничего, привыкнем. Привыкнем. Тут немножко брусника есть. Вот на брусника они тоже. Вот где-то он тут вот сидел на земле и перелетел вон на те сосны. Сейчас еще гляну там. Вот выстрелена она, он улетел далеко. Да. Ищи, свищи. Путь далекий. Путь далекий у нас. И... А вон сидит он, ребята. Сидит. Но далеко. Вот же он. Глухарь. Сидит. Спокойно дожидается. Сейчас хотя бы 150 метров приближусь и попробую выстрелить. Пуля летит чуть выше. Значит, нам надо со 150 в птицу прицеливаться. Топор здесь оставлю. И рюкзак тоже пока здесь оставлю. Сходим. Все потом попробуем. Получится, не получится. Собака у меня здесь. Ладно, ребята, сходим сейчас.